Это наша жизнь. Каждый пункт надо донести, надо объяснить, отнестись к этому серьезно. 9 территориальных и 137 участковых избирательных комиссий будут открыты для избирателей. Ингушетия готовится к голосованию по поправкам в Конституцию. Вот этот спорт, он как бы менее затратный, чем вот эти большие, так сказать, команды, еще что-то. Более популярный. И, конечно, популярный. Каковы перспективы развития бокса в Ингушетии? Тему обсудили в Магасе на встрече главы региона с генсекретарем Федерации бокса России. В определенный момент огонь все равно находит, где ему пройти, и начинает возгорание. Подлежит обязательной ликвидации. Традиционное летнее возгорание свалки в Карабулаке. На месте работают экологи, самовозгорание или поджог. Там ничего сложного в принципе нет. Пришел просто. Полчаса занимается всей этой процедурой. Востребованы все 4 группы. В регионе дефицит крови. Врачи призывают не оставаться равнодушными. Расскажем о донорском марафоне ко Дню России. Полузащитник здоров и готов к рестарту. Ингушский футболист Зелимхан Бакаев вернулся к команде после выздоровления от коронавируса. На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. В Магасе под председательством главы Ингушетии прошло совещание по подготовке к проведению в регионе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое пройдет 1 июля. Как рассказал председатель избирательной комиссии Муса Евлоев, подготовку и проведение голосования, кроме избиркома Ингушетии, будут осуществлять 9 территориальных и 137 участковых избирательных комиссий. По его словам, участники голосования, члены избирательных комиссий и наблюдатели будут обеспечены полным комплектом средств индивидуальной защиты. На каждом участке установят температурный контроль. В течение дня они будут обрабатываться дезинфицирующими растворами. Для снижения рисков заражения участников голосования и членов комиссии в зависимости от погодных условий избиркомам рекомендовано организовать голосование на прилегающей к зданию территории. Кроме того, для граждан, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома, будет организовано бесконтактное голосование на дому. Избирателям будет выдаваться индивидуальный комплект с бюллетенем, бланком заявлением о голосовании на дому, защитной маской, перчатками, авторучкой, дезинфицирующим средством для обработки рук. Все в одноразовой упаковке. Члены комиссии будут обязаны соблюдать дистанцию, не заходить внутрь жилого помещения. Само голосование стартует 25 июня. До 30 июня избирательные участки будут открыты по 4 часа в день. Графики их работ, по словам Мусы Евлоева, в ближайшее время будут доведены до избирателей. А 1 июля с 8:00 до 20 часов. В ходе совещания глава региона особо подчеркнул важность обеспечения безопасности процедуры голосования в условиях сложной эпидситуации. Махмуд Али Калиматов отметил, что, несмотря на возложение подготовки проведения голосования на избирательные комиссии, все органы власти и местного самоуправления обязаны подключиться к этой работе. Подошли к этому, и те ответственные лица, которые отвечают за это, имеется в виду председатель избирательной комиссии, и главы территориальные, участковые. Самый главный вопрос – максимально. У нас пришли люди голосовать. Президент Владимир Владимирович Путин вынес это на всенародное голосование. Наша задача, я прошу всех руководителей, правительства, каждого министра изучить, там 9 пунктов, по-моему, проведите эту работу. Не просто, я всегда говорю, ознакомиться, а изучите это. Надо осознанно к этому подходить. Потому что это наша жизнь. Каждый пункт надо донести, надо объяснить, отнестись к этому серьезно. Организационно рабочая группа создана по участкам. Я предлагаю, Владимир Ильич, давайте, вот предложение у меня было, а сейчас, наверное, определитесь точно. Давайте кураторство. Вот давайте закреплять всех. Вот, министров по городам, например, а замов по всем населенным пунктам. Значит, вот каждому по списку их, да, и пусть выезжают. И чтобы этот список был, чтобы он конкретно видел там, что есть, и взаимодействовал с главой. Все правительство распределите по всем сельским поселениям, районам и городам. Безопасность.
специальные службы, МВД с людьми на местах, муниципалитеты. Знаете, не люблю слово «работать». Вы разъясняете. В Конституцию вносятся эти изменения. Ну, поговорите с людьми. Поговорите, чтобы они поняли. В коллективах, в больницах, каждый главврач. Обязательно явка. Естественно, что вы лично должны пример показывать. Решаются очень серьезные государственные вещи. И в этой части вот перенесли его. Все-таки президент Владимир Владимирович Путин взял, еще раз перенес, и сам эти совещания проводит, сам лично, уже несколько раз разъясняет сам. Понимаете? И поэтому мы должны все-таки сегодня линию президента пронести. Сегодня сила в России в каждом субъекте. Если Россия сильна, мы сильны. Поэтому надо показать нашу зрелость, ответственность каждого. До общероссийского голосования по поправкам в Конституцию остается меньше месяца. В этот день в Ингушетии откроются 137 избирательных участков. Контроль за голосованием поручен Общественной палате, волонтерам-наблюдателям. Для гарантии прозрачности голосования по почте не будет. Напомню, что политическое событие было перенесено из-за пандемии коронавируса. Как в Ингушетии готовится к голосованию, расскажет наш корреспондент Тамара Хашагульгова. Первоначально голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его было решено отложить до лучших времен. И вот, наконец, эти времена, можно сказать, настали. До общероссийского дня голосования остается чуть меньше месяца. Оно будет проходить в течение 7 дней с 25 июня по 1 июля. Сделано это для того, чтобы избежать большого столпотворения. Ведь по правилам голосовать на участках смогут только от 8 до 12 человек в час. Жители нашей республики, они примут участие в этом голосовании. Те поправки, которые вносятся, они направлены, прежде всего направлены на укрепление нашей государственности, на укрепление семьи, на создание дополнительных условий для детей, молодых семей. Вот. Все эти вопросы, они находятся направлены только на то, чтобы улучшить нашу жизненную ситуацию. Поэтому я думаю, что надо поддержать и посмотреть, прийти. Ну, во всяком случае, прийти и высказать свое мнение. Все участковые избирательные комиссии начнут работу где-то 25 по этому голосованию. Будет определено время, порядка 4 часов в день, чтобы в этот период они могли прийти. Ну а 1 июля голосование пройдет в привычном для избирателей формате с 8 утра до 8 вечера. Это будет последний день, когда избиратели смогут сделать свой выбор, и поэтому он будет нерабочим. Общероссийское голосование пройдет как на избирательных участках, так и на дому. И, конечно же, соблюдая меры безопасности. В жилые помещения члены избиркомов не зайдут, а контролировать весь процесс будут наблюдатели. Выездные комиссии приедут не только к маломобильным гражданам, но и к тем, кто ухаживает за тяжело больными людьми или же нянчат детей. Все для того, чтобы, несмотря на неблагополучную эпидобстановку, каждый желающий смог поучаствовать в определении дальнейшего развития страны. Эпидобстановка, она действительно внесла свои коррективы, но тем не менее республика, федеральный центр принимает беспрецедентные меры, чтобы обеспечить безопасность тех людей, которые будут участвовать в голосовании. Тем, кто собирается прийти на избирательный участок и проголосовать, за свое здоровье волноваться не стоит. Потоки голосующих будут по возможности разделены. Вход и выход будут в разных местах. Передавать паспорт в руки члена избирательной комиссии не придется. Достаточно показать на расстоянии. А в самих кабинках для голосования не будет шторок, чтобы уменьшить риски заражения. Каждого участника голосования перчатки, маски. У него будет индивидуальная своя ручка, пакет получит, вот на входе прямо сразу получит пакет, где будет перчатка, маска, ручка, все, что, салфетка антисептическая, чтобы, если что там. И вот такие возможности. На входе, в случае, если что, мы можем проверять температурный режим, насколько у человека температура там и так далее, опасно ли ему находиться в общественном месте.
Поправки в основной закон страны будут приняты только в том случае, если на единственный вопрос, вы одобряете поправки в Конституцию или нет, более половины избирателей ответят «да». Поэтому каждый вправе сделать свой выбор. Тамара Хшагульгова, Новости 24. Значимость всероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию России обсудили сегодня и в сельском поселении Троицкое Сунжинского района Ингушетии. Депутаты местного самоуправления, общественные и религиозные деятели собрались за одним столом, обсудили значимость участия в предстоящем голосовании и какую пользу принесут поправки в основной закон нашей страны. На собрании подчеркнули, что не только правильное, но и своевременное решение в дальнейшем повысит уровень жизни населения нашей страны и региона в частности. Качественная медицина, социальная поддержка граждан, сохранение культурного наследия и многое другое. В список поправок вошли крайне важные аспекты для общества, считают депутаты. Культурного наследия, культурной самобытности народов, языков народов. А это на сегодня самое главное. Сохранение языков народа – это очень правильно, очень нужно. И без этого, как такого, этнос нации не будет существовать. А нам оно тоже, как маленькая нация, нужно на сегодня. Скажу, в этой Конституции статья 114 «Поддержка российской науки». Это тоже актуально, она тоже очень важна и так далее. Статья 75. Минимальный размер оплаты труда не будет меньше величины прожиточного минимума. Это на сегодня очень актуально и нужно. Еще есть запрет двойного гражданства России, чиновников для России. И запрет счета иностранных банков. Это тоже на сегодня очень нужно, чтобы они патриотически относились, чиновники, к своим людям, к своим обязанностям на территории своего проживания, как такого, по отношению к людям. Защита суверенитета целостности государства, статья 67. Это не допускается отчуждение территории, там, в пользу другого государства. Статья 114. Сохранение природного богатства, добросовестное отношение к животным. Скажу так, статья 67 в этом особом законе, это дает семейные ценности, развитие материнства, детства, развитие детей с маленького дошкольного возраста, а это сохранение нации, доступная качественная медицина. Статья 72. Статья 75 гласит: гарантирование социальное страхование, адресная социальная поддержка, индексация социальных пособий и других иных выплат. Они сегодня тоже как таково нужны для народа. Все это в совокупности нас радует, и мы, я считаю, здравомыслящая часть населения, я думаю, к этому относится положительно и поддержит обновление Конституции Российской Федерации. Как известно, Конституция была принята в 1993 году, а время не стоит на месте, и перемены зачастую необходимы. Активное участие в общественной жизни принимают молодежные организации, которые заинтересованы в том, чтобы продвигать новые идеи для развития подрастающего поколения. Председатель молодежного совета Троицкого Назир Галаев уверен, внесение изменений в Конституцию позволит молодежи шагнуть далеко в будущее и найти себя в нужном направлении. Есть много федеральных законов, которые уже поддерживают молодежь и молодежные организации. То есть это предоставление помещений бесплатно, потому что молодежь может в любое время прийти и собраться в любом месте, в госучреждении, без разницы. Могу сказать, что это позволит молодежи быть самозащищенными, то есть и требовать, и они будут защищены от любой проблемы, то есть государство их будет защищать. И это уже в основном законе нашей страны. То есть я считаю, если каждый человек Российской Федерации, каждый гражданин Российской Федерации обязан прийти, голосовать, неважно за или против, главное его участие. В Магасе состоялась встреча главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Стороны обсудили перспективы развития бокса в Ингушетии. На совещании также присутствовали руководитель Минспорта Республики Али Дашхаклоев и олимпийский чемпион Рахим Чахкиев. Все детали этой встречи в сюжете Хавы Султыговой.
Участники заседания сошлись во мнении, что в Ингушетии есть все условия для развития бокса и вовлечения в него большого количества молодежи, а также подрастающего поколения, перед которым стоит выбор направления в спортивной сфере и будущего призвания. По словам главы региона, общеизвестно, что бокс является популярным и зрелищным видом спорта, а потому привлечет много ребят, если дать импульс его развитию. Я думаю, что для нас это очень важно. И вот этот спорт, он как бы менее затратный, чем вот эти большие, так сказать, команды, еще что-то. И более популярный. И, конечно, популярный. И самое главное, ваша задача, чтобы дети пошли туда, Да. чтобы они заинтересовались этим, особенно мальчишки, вот, чтобы их вовлекать. Горят глаза, понимаешь, с него будет толк. А примеры же есть. У нас гордость Киева. Самое главное, вы многое сделаете для пацанов. Они у нас отважные, активные. Значит, разработать формат, нормативную базу, алгоритм выработайте. Да, вот конкретно. Вот все, что нужно будет от нас и что мы можем, естественно, ориентироваться будем, потому что вид спорта такой азартный. Возродить второе дыхание или пятое дать боксу, для меня это будет, как для главы, вот все, что от меня зависит, это я буду делать и всегда поддержу. Умар Кремлев, в свою очередь, отметил, что в Ингушетии хорошая история бокса и есть потенциал. В качестве первоочередной задачи для Федерации бокса Ингушетии он обозначил формирование грамотной структуры руководства и менеджмента, а также проведение селекции тренерского состава и создание для них условий, централизованные базы для обучения новых спортсменов. Залы для этого в республике есть. Генсек Федерации бокса России также озвучил предложение включить субъект в программу, в рамках которой заслуженные тренеры России приезжают в регионы для обмена опытом. Поставить руководителя, да, который подвижный был бы. И просто очень много руководителей ссылаются постоянно то на главу, то на министров. А я им всегда говорю о чем. Федерация бокса региональная – это аккредитованное государство, которое отвечает за развитие этого вида спорта. Поставить руководителя, чтобы ежегодный отчет перед министром, и тогда вы будете видеть продвижение. Да. И также если они не занимаются спонсорами, даже тоже не только бюджет должен выделять, а должны быть частные спонсоры. Это тоже зависит от руководителя федерации, насколько он будет подвижным. Если есть такой человек, чтобы такой активный был, именно работа с тренерами, надо просто с ними селекцию провести. Сюда вот мы сейчас Федерация бокса России сделали программу, мы заслуженных тренеров России отправляем в регионы. То есть, чтобы новый руководитель подал заявку, наши тренера приедут, их только надо заселить и все, они пройдут недельное обучение. То есть должна полностью селекция тренеров и посмотреть, у кого какие залы и как они тренируют их. По итогам встречи Махмуд Али Калиматов заявил о готовности руководства субъекта поддержать предложения, которые дадут толчок и смогут возродить бокс в Ингушетии. Хава Султыгова, Хусейн Гаиев, Рахман Цуров, Новости 24. Представители общественности по всей стране осуждают выходку блогера Навального. Напомню, он назвал предателем ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко после того, как он выступил в поддержку поправок Конституции. Свое негодование оскорблением солдата 40-х выразили в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Прочитав комментарии Навального, вы знаете, это как раз тот случай, когда говорят, почему мне за него стыдно. Видимо, этот человек, когда позволил такое невежество в адрес наших ветеранов, возможно, вспомнил кого-то из своих дедов, а наших дедов ему никто не позволит оскорблять. И то оскорбление, которое он нанес, я считаю, что должно быть осуждение, он должен понести наказание по всей строгости закона, потому что он оскорбил самую уважаемую, самую почитаемую категорию наших жителей нашей страны. И что меня очень сильно смущает, человек с таким мышлением, с таким отношением к гражданам России хотел еще стать президентом этой же страны. Я думаю, Навальный на сегодняшний день позор России. У нас складывается и сложилось впечатление о нашей истории по рассказам наших родственников, наших дедов, прадедов. Например, мой родственник, последний защитник Брестской крепости Умадгирей Барханоев. И как вы думаете, разве можно сказать, что он был предателем или он был халуем? Никогда в жизни. Мы хорошо знаем из исторических данных, с какими почестями его похоронили немцы. И
Ну, для меня, например, оскорбительно то, что сказал гражданин Навальный. Очень оскорбительно. И я думаю, это точно так же для всех граждан России, у кого хоть кто-то воевал на войне. А семьи, где не было вернувшихся или погибших на войне, просто нет в нашей стране. Бизнесу крах не грозит. Помимо кредитных каникул, банки начали выдавать кредиты для поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса. Чтобы присоединиться к правительственной программе, компаниям нужно соответствовать определенным критериям. Средства на поддержку малого и среднего бизнеса выдаются на выгодных условиях. Льготная ставка обеспечит низкие проценты. Меры поддержки бизнеса в репортаже Зелимхана Калуева. Сбербанк присоединился к новой правительственной программе поддержки предпринимательства. Она предназначена для помощи ИП, на которых серьезно сказалась ситуация с пандемией. Одно из ключевых условий – соответствие ОКВЭД компании списку пострадавших отраслей. То есть, простым языком, ОКВЭД – это вид деятельности компании. На данный момент их более 40. Малый бизнес обычно, когда свой бизнес регистрирует, он, так как на первоначальном этапе он не знает, он знает, чем он будет заниматься, но он страхуется и, в принципе, чтобы потом не перерегистрироваться, выбирает много ОКВЭДов. И если, допустим, вы занимаетесь парикмахерской, а на текущий момент под вашей же, под этой же регистрацией вы занимаетесь ремонтом машин, то допускается, что у малого бизнеса должно быть в перечне его ОКВЭДов, видов деятельности, находится этот, скажем так, этот ОКВЭД, который нам нужен, который является в списке пострадавших. Для среднего бизнеса, это у которых уже более 400 миллионов оборот и так далее, этот ОКВЭД должен быть основным. Пока в банк поступило 3 заявки от представителей малого бизнеса на сумму более 1 миллиона рублей. При этом одна уже одобрена, а остальные в процессе рассмотрения. Их так мало только потому, что многие не в курсе о положенной им государственной льготе. Главное преимущество программы – получение кредита, который в дальнейшем может перейти в категорию безвозмездной помощи. Согласно условиям программы, при сохранении компании не менее 90% персонала, 100% кредита списывается государству. Там в зависимости от количества, от процентного соотношения от сохраненного персонала, наверное, будет процентное соотношение кредита списываться за счет государства. То есть, если, допустим, у вас в штате 10 человек, вы сейчас по формуле расчета рассчитаете общую сумму по этой программе, которая вам положена, и если до апреля месяца 2021 года у вас сохранится этот штат, то за вас государство этот кредит погасит банку. Таким образом, кредит и проценты по нему не нужно будет возвращать банку при соблюдении этих условий. Максимальная сумма кредита зависит от численности работников и даты заключения договора. Чем раньше он оформлен, тем больше денег можно взять в долг по льготной ставке. Максимальная сумма кредита рассчитывается по формуле МРОТ с учетом районных коэффициентов и надбавок плюс 30% МРОТ на страховые взносы. Умножаем на численность работников на 1 июня текущего года и на количество месяцев с даты заключения договора до 1 декабря. Например, в ресторане официально работает 10 человек. В июне компания сможет взять по льготной программе кредитования 946 140 рублей. А теперь давайте простым языком попробуем рассчитать на одного человека МРОТ, то есть 12 130 рублей. Умножаем на 30%. Затем получившуюся сумму туда же прибавляем 12 130 рублей. И вот эту получившуюся сумму мы умножаем на 6. Получается на одного сотрудника 94 614 рублей. Если взять кредит не в июне, а в августе, сумма будет меньше, потому что базовый период сократится. В августе тот же ресторан, к примеру, получит максимум 630 тысяч рублей. Но эти деньги не выдадут сразу, банк будет перечислять их постепенно. Основная суть программы – поддержать бизнес, оказавшийся в сложной ситуации, и возобновление деятельности. Поэтому кредит можно взять сразу по нескольким целям. В основном, так как он завязан на МРОТ, это в принципе на выплату заработной платы, но также можно его использовать и на пополнение оборотных средств, и на погашение ранее полученных кредитов по программе МЭР 8,5, там есть еще разные программы, и на погашение этих кредитов, в основном на выплату
получается на поддержание штата, на выплату заработной платы сотрудникам. Те индивидуальные предприниматели, которые изначально вели правильный учет и правильно оформили свой штат, конечно же, они имеют, как скажем, больше шансов получить данную поддержку. Потому что люди, которые отчисляли налоги, да, до своих сотрудников? Они и отчисляли налоги, и показывали свой штат официально. Только в Ингушетии, по предварительным оценкам экспертов, более 1000 индивидуальных предпринимателей, подпадающих под новую программу. Помимо Сбербанка в условиях кризиса свою поддержку готовы предложить и в Россельхозбанке. В отношении представителей малого бизнеса, в отношении юридических лиц введен ряд временных положений. По оказанию поддержки введены льготные процентные ставки, конкретно по возобновлению деятельности, прекратившейся в результате сложившегося экономического кризиса. Также мы продлеваем срок действия договоров, потому что клиенты в любом случае оказывались не в состоянии выплачивать свои долги, тоже в зависимости от обстановки. Также по физическим лицам у нас действовали пониженные процентные ставки. Мы во время этого карантина, согласно эпидемиологическим мерам, принимали клиентов, ежедневное было обслуживание по всем ключевым вопросам, которые у клиента возникают, определенную поддержку оказывали. Десятки ресторанов и кафе на грани краха, тысячи безработных и немалое количество банкротств. Пандемия преподнесла неприятные сюрпризы всей экономике. Поэтому главная задача правительства – поддержать бизнес. И новые меры как нельзя кстати. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Ликвидировать нельзя сжигать. Тот случай, когда под угрозой состояние экологии. Карабулакская мусорная свалка не опять снова приковывает к себе внимание местных жителей и экологов. С места сбора отходов исходит едкий дым, загрязняющий окружающую среду вредными веществами. Это частое летнее явление имеет природный характер или к возгоранию приложил руку человек. И когда уже ликвидируют главную экологическую проблему города, выяснял Микаил Тангиев. Карабулакский дракон вновь проснулся. Именно так окрестили в социальных сетях ролик одного из очевидцев, где видно, как горит мусор на несанкционированной свалке в Карабулаке. Убедились в этом и экологи, выехавшие на место. Невыносимый запах разносится по всей округе. Это самовозгорание из-за высоких температур или умышленный поджог. У специалистов есть свои предположения. Если там было когда-то возгорание, оно в тлеющем состоянии постоянно находится. И вот просто так вот, которые меры принимаются при тушении этих мусоросвалок, скажем, водой или там засыпкой туда глины или песка, это временные действия, потому что в определенный момент огонь все равно находит, где ему пройти, и начинает возгорание. Но вот это вот производится жителями. Сейчас вот собираю металл и сделал поджог, который дальше и дальше идет, задымляется город этим дымом, люди этим должны дышать. Сбор мусора и тем более его поджог – это без преувеличения экологическое преступление, говорят экологи. Страдает не только природа. В первую очередь это опасно для здоровья людей. Горы бытового и строительного мусора годами свозились сюда жителями. Когда-то это был республиканский мусорный полигон. Свалку давно планируют ликвидировать, она законсервирована. Но из-за недобросовестных жителей этот процесс усложняется. Мы саму свалку хотели по государственной программе рекультивировать. И вовсю в этом плане ведется министерством работа. Подготавливаются пакеты документов. В этих документах, вот, чтобы понимали, должна писаться кубатура, которую должны ликвидировать сюда. Но благодаря им мы не можем даже это сделать, потому что так как свалка закрыта, несмотря на это сюда свозится мусор, и кубатура, скажем, ежемесячно меняется. Так-то она, можно сказать, ежедневно, если тут каждый день. Из-за этого у нас могут быть и проблемы с госпрограммой по поводу ликвидации этой мусоросвалки. Местная администрация за злополучной свалкой следит как за действующим вулканом, не зная, когда ожидать нового возгорания. Поджоги устраняются оперативно совместными усилиями городских властей и Министерства имущественных и земельных отношений. А к жителям неустанно обращаются не загрязнять окружающую среду, и пока это не приносит результатов. Буквально позавчера тоже поступил сигнал о возгорании на территории мусорного полигона возгорания, куда была направлена техника управляющей компании, полевомоечная машина. И с силами управляющей компании данный очаг возгорания был затушен. Но сегодня тоже к нам поступил сигнал, что имеет место возгорание на территории свалки, куда нами уже направлена техника для проведения работ по тушению очага возгорания.
Ликвидировать свалку обещает к концу следующего года. Есть даже специальная экологическая программа. А до этого времени, чтобы мусорные горы не набирали высоту, для жителей, которые привозят сюда свой мусор, предусмотрели штрафы от 1 до 2 тысяч рублей. Должностным лицам придется выложить до 30 тысяч, а юридическим вплоть до 250 тысяч рублей. Такова цена за сохранность окружающей нас среды. Михаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Сегодня не стало известной журналистки Любы Чапановой. Она продолжительное время боролась с тяжелой болезнью. Люба Чапанова была членом Союза журналистов России, работала в газете «Сердало», в правительстве республики и Министерстве образования. В последнее время трудилась в научной библиотеке Ингушского госуниверситета. У нее остались 2 дочери. Выражаем искреннее соболезнования родным и близким Любы Чапановой. Далгеш Толцун, Нирзамотик Далдякалю. Группа крови не имеет значения. Востребованы все 4. Чтобы спасти чью-то жизнь, не обязательно быть супергероем. Достаточно просто сдать кровь. В ней сейчас нуждаются многие. В регионе острый дефицит крови сказалась пандемия коронавируса. Доброе дело, доступное каждому. Врачи призывают не оставаться равнодушными. О донорском марафоне ко Дню России сюжет Идриса Ижиева. Десятки молодых людей с раннего утра ждут в приемной. Каждый из них хочет поделиться частичкой своей крови для общего блага. Ведь один поход на станцию может спасти до 3 человек. Перечень необходимых тестов перед донацией не маленький. Многим кажется, что на прохождение всех процедур требуется много времени и сил. Однако на деле все по-другому. Там ничего сложного в принципе нет. Пришел просто. Полчаса занимается всей этой процедурой. Больных много, многие те, кто нуждается в крови, но я думаю, это благое дело. Много здесь и тех, кто уже успел стать ветеранами этого благого дела. Заурбек Видзыжев – почетный донор. На станции переливания крови он частый гость. Уже 5 лет он не упускает случая помочь другим. Тем более его группа крови одна из самых распространенных. У меня стандартно 2 положительная. Но, как мне объяснили, в связи с тем, что 2, 1, 3 положительная – это распространенная кровь, соответственно, ее больше всего бывает нужно у нас. Поэтому прийти сюда, потратить 20-25 минут своего времени, когда ты понимаешь, что эти 25 минут может спасти чью-то жизнь, это, я думаю, можно их потратить спокойно. Если сравнивать с предыдущим годом, отношение к донорству в регионе сильно изменилось в лучшую сторону, говорят сами медики. Но из-за коронавируса активность тех, кто ее сдает, упала практически на 50%. Врачи забили тревогу во всех источниках информации, и после их призыва жители буквально заполонили станцию. В связи с акцией наблюдается большой поток молодых людей. Как вы сегодня могли наблюдать у нас в коридоре, большое количество молодых людей. Это говорит о высоком уровне самосознания нашей молодежи. И это хорошая тенденция в связи с тем, что основная масса наших новых первичных доноров – это молодежь. И в связи с этим хотела даже поблагодарить наших доноров, потому что они, можно сказать с уверенностью, они принимают непосредственное участие в спасении жизни наших пациентов. Акция «Марафон донора» приурочили ко Дню России. На просьбу медиков уже откликнулось более 50 доноров. Сегодня поддержать акцию решили и сотрудники Комитета по делам молодежи. Нас тут собралось порядка более даже 30 человек, и такие акции, они очень полезны, они нужны в первую очередь нашим больным, и мы должны понимать, что именно от нас, от нашей крови зависит их жизнь, скажем так. Такие акции мы проводим систематически, и это очень полезно осознавать, когда даже вот эта смс к тебе приходит, и вы сегодня спасли одну жизнь, да, это на самом деле очень много чего значит, это такой приятный момент, и тебе хочется каждый раз как можно более придавать этому значение. Донорская акция продлится до 18 июня включительно. Стать донором или нет – это личный выбор каждого. Но потратить полчаса в пункте переливания крови, спасти хотя бы одну жизнь – это то, что может сделать любой из нас. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24. Ингушский футболист Зелимхан Бакаев вернулся к команде на подмосковном сборе после выздоровления от коронавируса. Он сдал 2 отрицательных ПЦР-теста, что говорит о его полном выздоровлении, отметили в пресс-службе клуба «Спартак». 7 июня Бакаев прошел тестирование на беговой дорожке на выносливость. Собранные данные позволят тренерскому штабу сформировать дальнейшую программу подготовки полузащитника к рестарту сезона. Напомню, что матчи российской премьер-лиги возобновятся 19 июня.
И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.